مرا دل ز غمت والا و جان شیدای مرا دل ز غمت والا و جان شیدای تا مرا گوشنشین کرد غمی تنهای تا مرا گوشنشین کرد غمی تنهای Всем привет, ребята! Мы находимся в Казахстане, в Республике Казахстан, город Нур-Султан. Нашей спиной, ребята, это вторая мечеть. Надо будет обязательно сходить и посмотреть. Очень интересно будет. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. На моем фоне, ребята, находится университет искусств Казахстана. Надо обязательно сходить посмотреть. Пойдемте. Я даже не знаю, где двери, как зайти. Так, ребят, оказывается, в университет зайти нельзя. Ни снимать, ни вообще заходить. Руководство университета просто запретило. Ну, наверное, туристы сильно часто ходили и беспокоили, может, учащихся. Вот прям напротив меня на нескольких, на 10-15 языках мира написано слово «мир». А я всегда ищу таджикский след. Есть ли там слово «мир» на таджикском языке? Если есть, то как оно звучит? Так, ищем тынч-тык. Мир, мир, на русском я нашел. Пасе, Тайка, Энх, Тайван. Такой остров есть. Рауха, мир. Это вот на каком языке? С английскими буквами. Вот так. Паз, Фред. Мир. Это вот украинский, скорее всего, там вот и сверху английское. Мир. Еще раз на русском. О, вижу. Суль. Вот это вот на таджикском. К сожалению, ребята, музей, Национальный музей Казахстана закрыт, 5 часов, работает с 10 до 5. В городе Нур-Султан. Строение такое, какое-то британское такое, вот, знаете. Вы просто посмотрите на эту улицу. Как же приятно. Смотрите. Сразу видно, что для граждан Казахстана, в первую очередь для казахов, почему бы нет, это страна казахов, вот, построено и сделано очень многое, чтобы казахский человек чувствовал себя счастливым, гордым и настроенным на еще более счастливое будущее, на более серьезное будущее. Основа, она поставлена, фундамент заложен, очень сильный, очень твердый. Мне, ребята, в городе Нур-Султан понравились вот эти вот остановки. Сюда вот заходите, видите, стеклом все кругом закрыто. Значит, если сильный ветер, то тут нет ветра. Если на улице сильно зимой холодно, то тут тепло.
Прямо напротив меня строится такой мини, что ли, небоскреб. Здесь работают граждане Таджикистана и Узбекистана. То есть ведут строительную работу в основном рабочие из Таджикистана. Я с ними пообщался. Вот они сказали, что они работают именно вот в этих небоскребах. Все-таки в процесс благоустройства города Нур-Султан заметную роль тоже вносят граждане Таджикистана, таджики. Вот о чем речь. Именно вот здесь вот. Видите, строятся небоскребы. Мы, ребята, идем потихонечку домой. Так, ребята, хотел вам два слова сказать о том, как лучше всего добраться до Казахстана и где оставаться. Если у вас бюджет такой запланированный, он не сильно большой, Астана Best Hotel, хостел точнее. Вот этот хостел, ребята, находится в самом центре города Нур-Султан теперь уже. Давайте прям зайдем, посмотрим, что тут. Это вот вход. Я пока здесь. Так вот, ресепшн. Здравствуйте. Как вас зовут? Кинжигуль. Очень приятно познакомиться. Вы здесь работаете, да? Я так понимаю? Да, администратор. Вчера просто вас не было. Я здесь у вас остаюсь. Вот. Была какая-то другая девушка. Ну, то есть смена ваша сегодня, да? Евгения. Да. Вы здесь давно работаете? Да, достаточно. Достаточно давно, да? Вот выглядит хостел вот так вот, ребята, как вы сами видите. Здесь ребята сидят, смотрят телевизор. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Вы из какой страны? Вы из Узбекистана, да? Так это же наш канал получается, да? Шмо ин канала из YouTube там может говорить, да? Узнать о Таджикистане, о том, как у нас страна развивается, вообще как выглядит для таджиков Узбекистана, для вот этих Шейр Мардони Таджик, вот этих ребят, это интернет. И они смотрят различные ролики, которые показывают жизнь в Таджикистане. А через 4 месяца ребята уезжают обратно в Узбекистан. А что касается Узбекистана, коль мы говорили о таджиках Узбекистана, ребята, хочу сказать следующее. Наших таджиков там очень много. Самарканд, Бухара, Сурхандарья, Кашкадарья, Нишапур, Дегнаф, Шахрисабз, Ферганская долина. Там очень много. Живут дружно с узбекским народом. Тоже большая страна, да, Узбекистан. Кто не знает, почитайте, поинтересуйтесь. Очень интересная страна. Приезжайте в Узбекистан в гости к вот этим ребятам. Правильно, да, ребят? Все, отлично. Спасибо, Рахмат Бачо. И все это за сутки всего лишь 300 рублей. Или 35 самуни. Вот так вот. Все убрано, все чисто. Телевизор здесь. Видите, да? Душ я вам показал. Хотите, еще раз покажу. Вот, вот душ. Также здесь туалет. Вот здесь бриться, мыться. Мы зашли, ребята, в одну кафешку. Называется Астархан. Астархан, на самом деле, это персидское слово Дастархан. Вот по-казахски это будет Астархан. Кафешка, тут есть плов, есть все. И я задал вопрос человеку, который здесь работает. Говорю, цены у вас астрономические, потому что у нас есть астроном знакомый. Мы хотели бы его пригласить как-то пообщаться. Вот. Она сказала, нет, не астрономические цены, поэтому я своему другу астроному звонить не буду. Вот все, что видите, это 1300 тенге. 28 самони. У меня с ним Чай. за 990 тенге. 990 тенге или же 170 рублей. Вот сейчас, ребята, в Казахстане строят вот эти столбы, которых видите. Они для воздушного метро, наземного. Я не знаю, как правильно сказать, мне кажется, воздушное считается, потому что вот, смотрите, высота примерно метров 6, вот 6 метров выше нас будет ехать электротрамвай, электричка. И вот этот трамвай будет ехать с вокзала, автовокзала, в аэропорт. Это в ту сторону. В аэропорт, к сожалению, мы сегодня не сможем пойти, но в целом аэропорт находится там. И смотрите, вот эти столбы, они все для воздушного метро. Это показывает очень серьезный уровень развития. Так, ребята, что я заметил в городе Нур-Султан? Мало туристов. Но
Наш первый гость, которого я встретил здесь, в центре города, вот возле Байтерека, наш гость из Канады. My name is Muslim. Muslim. Well, in Canada they call me Mickey. Mickey? Yeah. In Canada. Where are you from? Well, I'm from here. I born here in Nur Sultan, but I studied in Canada for about 4 years already. 4 years. Okay. Yeah, I'm gonna plan to live there. You have a plan. Why you are not going to live here in Kazakhstan, in Nur Sultan? I don't know. Like my parents, when I was young, they sent me there Uh-huh. to try high They moved school. to Canada? No, they only sent me, To study. Okay. All right. and then I just like really fell in love with the city, with the country, and decided that I want to live there. All right. Okay. Thank you. It's good. Stay. Yes. Yeah. Yeah. Tell Friends me. call him Stan. Yeah. Sen. Tell me about your life in Nur Sultan in Kazakhstan. It's pretty good. A lot of people think that it would be different here, but honestly, I've lived in Greece, Canada, Mm-hmm. and Kazakhstan, and it's basically comes down to what you make of it. Experience is only as good. Depends on you. Depends Yeah, on people. Exactly. Exactly. Some Yeah. people will say that there's not much to do around here. I don't agree. I Yeah. think if you want to find things to do, you will. Great message. Байтерек называется. Чтобы вы не забыли, я вам показываю, о чем идет речь, да? Вот сейчас мы зайдем, поднимемся. Там метров примерно 70 вверх. Там, говорят, есть хороший ресторанчик. И еще есть золотая рука Назарбаева. Можно свою руку туда положить и загадать желание. У меня есть одно желание. Так, ребята, Байтерек — это символ Казахстана. В переводе означает дерево жизни, сами понимаете. Да, я в камнях этого дерева. Высота, оказывается, 97 метров, да? Высота не 74 метра, а 97 метров. Сейчас вам посмотрим, покажем обязательно. Пожалуйста. Наверху есть девочка. Вот так вот. Президента страны. Если вы турист, вы должны знать, что Байтерек работает с 10 дня до 10 вечера, поэтому не опаздывайте, не откладывайте на поздний вечер. До 10 вечера мы вас ждем здесь. Вот она, ребята. Вот это рука президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Это действительно из золота. Из золота, да. Сейчас загадаем желание. У нас будет перенос из столицы Алматы в Астану 90. Итак, что я узнал, ребята, сегодня? Ну, точнее, только что. Байтерек, вот этот шар в форме яйца, она весит 300 тонн. А вообще сам Байтерек снизу до головы, да, высота все вместе, весит 1500 тонн. Да, и высота на самом деле 100 метров. Но мы находились на уровне 97 метров. Показали вам все, было очень красиво, мне понравилось. Ребята, мы решили зайти в один ресторан вечером. Хотим посидеть, что-нибудь попить холодненького такого вот. Потому что ходили весь день. Видите, я уже загоревший. Мест практически нет. Нам сказали чуть-чуть подождать. Мы посмотрим, либо подождем, либо поищем другой, более свободный ресторан. Подожди сейчас. Давайте, ребята, я вам дам общую информацию о Казахстане. Смотрите, значит, население составляет 18 миллионов 400 тысяч человек по данным 2019 года. Площадь, значит, Казахстана 2 миллиона 724 тысячи 902 километров.
9-е место в мире, а среди стран СНГ занимает 2-е место после Российской Федерации, то есть после своего северного соседа. Столица город Нур-Султан. Кстати, город Нур-Султан уже город-миллионник, там проживают более 1 миллиона уже человек. Пустыня занимает 36% территории Казахстана, степь 35%, а полупустыня занимает 18% территории Казахстана. Лес занимает 5,9% территории Казахстана. Ну, считаем около 6%. Кстати говоря, население Казахстана по данным 2000 года составляло 14 миллионов 900 тысяч, ну, примерно 15 миллионов. А в 2018 году население составляло 18 миллионов 157 тысяч человек, что на 3 миллиона 157 тысяч человек больше по сравнению с 2000 годом. То есть мы замечаем быстрое увеличение населения. А национальный состав по данным 1989 года 6 миллионов 500 тысяч казахов, и по данным этого же года 6 миллионов 200 тысяч русских. То есть получается, и русские, и казахи составляли одинаковое количество, значит, населения. Но по данным 2018 года уже казахов стало 12 миллионов, а русских 3 миллиона 588 тысяч человек. И многие, кстати, русские стали уезжать в Россию и в другие страны. Там есть несколько причин. Вот. А если по вероисповеданию, то 70% населения Казахстана исповедуют ислам, а это 11 миллионов 200 тысяч человек. Христиане составляют 4 миллиона 100 тысяч. Вот. Если затронуть тему туризма, то по данным 2018 года Казахстан посетили 8 миллионов 500 тысяч туристов, в основном из Эмираты, Индии, Малайзии, Китая, Южной Кореи, Соединенных Штатов. Из России, кстати говоря, приехало 1 миллион 700 тысяч туристов. Россия здесь, мы так понимаем, доминирует. А из Беларуси зато 76 тысяч. Тоже, как бы, учитывая то, что население Беларуси небольшое, да, но солидное число, все-таки вот 76 тысяч приехало из Беларуси. Вот. А что касается богатства Казахстана, это в основном нефть, газ, то, что экспортирует в Казахстан. И таким образом за 6 месяцев 2018 года было экспортировано сырой нефти на сумму 12,8 миллиардов долларов. Это 33 миллиона тонн сырой нефти. 12 миллиардов, чтобы вам было понятно, это 1,5 бюджета Таджикистана сегодняшнего или Кыргызстана. Вот. А казахская нефть в основном идет в Италию, в Нидерланды, Францию, Швейцарию и Испанию. То есть, я понимаю, полностью идет в Европу. А среди экспорта природных ресурсов составляет также немалое количество, значит, очень, скажем так, важное место занимает газ. Так вот, по данным 2018 года, за первый квартал 2018 года было экспортировано 7 миллиардов 200 тысяч кубических метров газа. Это примерно $500 миллиарда доход, то есть 495 миллионов долларов. Чем-то похоже на МГУ, да, и Министерство иностранных дел России. Как вы думаете, а в городе Нур-Султан что здесь? Не угадали, да? Это жилой дом. Здесь живут граждане Республики Казахстан. Ребят, привет! Откуда идете? Мы с Кирен-Сити идем. Да. Какой сити? Кирен. Это что? Это торговый центр? Да, торговый центр. Ага. Мне кажется, мы там были вчера. Хорошо. Вы сейчас куда идете? Макдак. Макдональдс. Кирен-Сити, Макдак. Ребят, мы сейчас вот увидели 5-й авеню. Скажите, пожалуйста, вот почему 5-й авеню, в чем особенность этого авеню в городе Нур-Султане? Вообще особенность самого Нур-Султана в том, что мы собрали все концепции столиц мира и попытались воплотить их в самом городе. Поэтому у нас есть... В городе Нур-Султане. Да. По частям со всего мира, со всех столиц. Да. Тогда нам покажите, пожалуйста, что-нибудь из Душанбе. Есть что-нибудь такое? Ну хорошо, Ташкент.
Есть из Ташкента? Нет, скажите, Иногда солнечная погода. А, только погода, да? 5-я авеню. Вот, ребята, 5-я авеню. Выглядит именно так. Здесь живут люди, граждане Республики Казахстан. Мы сейчас в океанариуме, ребята. Цены хочу вам показать. Дороговато. Ну да. Но в любом случае, вот они. Ставьте на паузу и смотрите. Вход сюда стоит почти 900 рублей, 600 рублей, то есть 70 в самом вниз, 70 и 80, да? Не торопись, у нас еще много времени. Вот она, девочка на кружке. Девочка. Она мне нравится. Это не девочка, а это Почему окей, Мы, ребята, только что были в Астанинском океанариуме. Неопознанный летающий аппарат. Это, ребята, цирк. Девчонки, вы очень красивые. Спасибо. Да. Вот. Вы вообще со школы, с университета? Мы университет. Университет. Из какого университета? Шабытов. Это Национальный университет. Национальный университет. А, искусство, кстати, я там был очень красиво. Вот. Как у вас сегодня настроение вообще? Как время проводите в этом прекрасном новом молодом городе? Сейчас очень хорошо проводим время. Сами стараемся именно хорошо проводить. Город очень красивый, я вот вчера походил, прям все новое. Как вы считаете, вот ваша профессия, она перспективна в Казахстане? В Казахстане нет. Нет, я считаю, что да, если быть упертым, реально ставить цели, добиваться. Можно будет, да? Можно. Тем более Нужно, в Казахстане нужно. возможности-то Это нужно. большие. Возможности, я бы сказала, не настолько большие. То есть я собираюсь уезжать в другую страну, чтобы чему-то там научиться, чтобы эти навыки здесь как-то... Насколько вводить. английский язык востребован в Казахстане? 50 на 50, наверное. Не особо, да, Не сильно? особо. Но тут, я понимаю, все говорят по-русски. Да. Прям все. Здесь, ребята, в Казахстане, вообще в городе Нур-Султан, в общественном транспорте молодые люди всегда более взрослому, скажем так, поколению свое место уступают. Это прям традиция, это обязательно. Вот, это приятная сторона дела. А вы из какой авиакомпании? Угадайте. Эйр Астана? Да. А, так Эйр Астана. В какие страны? Я в Киев, Москва. Я Киев, выполняю рейс Москва. А, внутренний, да? Алмату. Тюбинск. А, Тюбинск, окей. Наше путешествие по Республике Казахстан, по городу Нур-Султан, Павлодар завершается. Желаю всем хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Я иду на вокзал. Мы покидаем Казахстан. Но с надеждой, что еще будем неоднократно сюда
дружественный, в любимый Казахстан возвращаться.